Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Сегодня мы в гостях у очаровательной Евгении Синяковой. Евгения у нас является основательницей социальной сети, да, которую она ведет. Это Музкейк ЕКТ. Да, верно. Основательница, можно сказать, этого бренда, да, который, наверное, вы уже догадались, судя по тому, что у нас на столе сегодня стоит. Это вот как раз-таки все самое сладкое, да, я так понимаю, все, что по душе, мне кажется, и взрослым, и детям. Все, что возможно, Евгения делает. В этом можно убедиться, кстати, вот глядя на ее работу, что я ей сделала, да, перед тем, как приехать на съемки. Евгения, здравствуйте, очень приятно. Здравствуйте, взаимно, Катя. А расскажите, вы сказали, несколько лет уже вот в этом направлении, да, работаете? 8-10, если всё. так вести точный подсчет. Потому что, наверное, каждая мамочка, которая находится в декрете, ну, как мне кажется, да, у нее появляется очень много свободного времени, и она занимается поиском себя. Я тоже как раз-таки в этот момент занялась поиском себя, долго искала варианты, что мне нравится, чем я хочу заниматься. И, собственно, торты привели меня к тому делу, чем я занимаюсь сейчас, и безмерно это люблю. Ну, наверное, каждый человек, который занимается каким-то делом, он всегда вот хочет совершенствоваться, да, проходит какие-то курсы, что в наше время, да, очень актуально, да, какие-то курсы дистанционные, онлайн. Я ездила в Москву на обучение по бисквитным тортам. Но то обучение, это был, наверное, не совсем мой формат, потому что все равно, когда мы проходим мастер-класс, потом уже только в дальнейшем пробуем каких-то ошибок, мы понимаем, нужно нам это или не нужно, да. Конкретно тот мастер-класс, да, это своего рода был опыт для меня, но немножко не мое. Первое время я исключительно занималась муссовыми тортами, и чуть позже, получается, когда у нас в моду как раз-таки начали входить бенто-тортики, да, это своего рода такие маленькие открытки, которые очень удобно и красиво можно вручить вроде презента, да. Все, и получается, бенто появились у меня в ассортименте, и дальше больше уже пошли бисквитные тортики, дальше подключился дубайский шоколад, муссовые пирожные. Буквально неделю назад я ввела в прайс орешки с разными начинками, и в будущем уже приобрела курс по зефирным цветам. Он тоже планируется в следующем году. Как бы, ну, пока вот основа это, наверное, все-таки бенто-торты. Это малый размер, средний размер и большой. Всегда пытаюсь следить за новинками, трендами, да, подписана на большое количество потрясающих кондитеров, что в России, что за границей. Не так давно, буквально на той неделе, у меня в социальных сетях можно посмотреть ролик, я сделала летающий торт. То есть это торт с использованием специальной левитирующей подставки, да, где, то есть, игрушка на развороте 360 градусов, то есть, ну, полностью поворачивается, получается. Да, ну и муссовые тортики, это тоже своего рода очень такое яркое представление, потому что зеркальная глазурь или, допустим, велюр покрытие тоже очень эффектно всегда выглядит на столах праздничных. Но сегодня вот мы видим на столе, у нас уже есть, да, заготовленные вафельные цветы. Да, заранее я для вас изготовила вафельные цветочки. Это вафельная бумага и водичка. Собственно, все, что нужно для изготовления этого декора. И можем приступить, да, к процессу. Сейчас мы с вами наглядно будем делать эти цветочки. Давайте. Ну и начинаем мы, собственно, с самой бумаги, да, которая вот заранее вырезается, я так понимаю, да, на кружочки. Да, берется, значит, вафельная бумага, то есть это обычный лист формата А4, и с помощью специального кондитерского дырокола, да, есть большие размеры, есть чуть поменьше, но в данном случае нам нужен дырокол побольше. Мы изготовили заранее вот такие кружочки, да, очень аккуратные. Так, и что мы начинаем делать? Берем рюмочку. Так. И сначала... Буду повторять. Так, забыла вам сказать. Сначала что нам нужно сделать? Чтобы наша вафельная бумажечка, значит, у нас приклеилась к рюмочке, нам нужна водичка. Прям совсем чуть-чуть. Посерединочке мы смазываем. Неважно, с какой стороны, да? Есть тут шершавая, есть более глянцевая. По идее, наверное, лучше с глянцевой. Чуть-чуть. Чтобы шершавая часть наша была наоборот здесь, потом, чтобы ее хорошо было видно на цветочке. И приклеиваем
боком на Так, да? рюмочку. Да, все правильно. Все, хватит. Мгм. Прям не бойтесь, немножко ее можно вот так придавить. Да. Берем следующий листик, и получается по кругу Мгм. нам нужно закрепить их вот так. И прям по кругу сейчас будем крутить с вами. Мгм. И- Как бы внахлёст, да, Да, получается? да. Мгм. Именно так. Так. Кружочков уходит такое достаточно большое количество даже на изготовление одного цветочка. Мгм. Поэтому вафельный декор, как правило, он очень ценится, потому что это очень такой трудоемкий, знаете, процесс. Но мне в любом случае очень нравится его делать. Ну, очень красиво. У меня почему-то Да. сразу ассоциации со свадьбой. Да, кстати, вафельный Да? декор очень часто используется для декорирования свадебных тортов. Торты становятся более объемными, нежными. Особенно белый цвет, да, он у нас всегда очень актуален. Так, нам с вами, получается, нужно полностью закрыть вот эту вот часть, чтобы цветочек получился объемный и большой, такой же, как вот здесь на тарелочке. Мгм. Так, я делаю чуть быстрее, это ничего страшного. Водички прям совсем чуть-чуть, чтобы вафельная бумажка сильно не размокла. Мгм. Ну, такая бумага бывает разных цветов, да, наверное? Такая бумага, ее можно окрасить. Или мгм. Да, если вы, предположим, возьмете сухой краситель или же сухой краситель размешаете с растительным маслом, вафельную бумагу можно окрасить в любой цвет. Мгм. Также можно взять кондурин, это такой, знаете, золотой краситель. Мгм. Его также можно смешать с растительным маслом, и вафельная бумага у нас станет золотой. Из нее также получается, допустим, в будущем можно будет изготовить такие кружочки, да, и цветочки, предположим, будут уже у нас золотого оттенка. Так. Мы сейчас как раз с вами доделаем две, и в принципе этого нам будет достаточно, чтобы украсить наш торт. Евгения, ну, понятно, что у каждого, наверное, заказчика, да, свои капризы, свои желания, как говорится, на свой вкус, да? Мгм. Цвет. На вкус, цвет. А вот что у вас вызывает, скажем так, наиболее такое, самое приятное из работ, которую вы любите делать? Именно из Какие работ? из работ? Мгм. Вы знаете, самое приятное, наверное, в моей работе – это все-таки обратная связь. Когда ты понимаешь, что ты все делаешь не зря. Это да, с Первый этим раз, соглашусь. когда начинала только делать муссовые торты, ну, конечно, методом проб и ошибок, да, с учетом того, что я все-таки никакие мастер-классы я не проходила, я полностью сама обучалась, так скажем, сама, на дому. И, конечно, первые разы, так скажем, да, и зеркальная глазурь у меня не получалась, и где-то бисквиты не поднимались, мусс там не схватывался, допустим. Но главное еще что? Главное, наверное, это все-таки поддержка семьи, когда люди, в которые в тебя верят и говорят тебе: не останавливайся, у тебя все получится, да, как бы руки не опускаются, наоборот, даже появляется желание доказать, что я могу. Да и каждый человек может, в принципе. Было бы желание, да, как говорится. Поддержка семьи, близких, друзей, это, конечно, играет тоже такую большую роль, потому что каждый человек, да, который начинает какой-то свой бизнес, какое-то свое дело, все-таки, он хочет слышать и видеть рядом людей, которые его поддерживают, верят в него, что у него все получится. Были на вашем опыте такие работы, которые дались как-то сложно, может быть, или наоборот, вы вошли во вкус, в интерес, в процесс. Вот такое я еще не делала. И попробую-ка, и самой вот интересно. Вот какие-то необычные работы, скажем так, были? Знаете, часто как бывает, вот заказчик тебе присылает фотографию референса, тот торт, который он хочет видеть у себя. И здесь очень важно попасть, скажем так, один в один, но не всегда это удается.
Поэтому, конечно, лучше заранее заказчика предупреждать о том, что все-таки я не тот кондитер, да, чью работу вы мне прислали. У меня немножко там свое видение, предположим, да, свой взгляд. И, конечно же, один в один не всегда получается повторять. Но, повторюсь, обратная связь очень важна. И безумно благодарна тем заказчикам, которые пишут мне: спасибо, Евгения, там, у вас был очень вкусный, потрясающий торт. Это, конечно, очень меня мотивирует, очень радует. Я думаю, что как раз-таки в эти моменты я понимаю, что так, все не зря. Потому что, конечно, были моменты, когда я думала: так, ну, все-таки есть основная работа, хобби, совмещать иногда дается с трудом, да, с учетом того, что у нас еще 2 маленьких детей. Мне часто задают этот вопрос: Женя, как ты все успеваешь? На самом деле, наверное, во мне очень много энергии. Порой я не знаю, куда ее девать. И как раз-таки вот торты, я бы не сказала, что они забирают у меня много сил, ну, потому что дело, которое ты любишь, да, оно в принципе не может тебе надоесть. В принципе, мне кажется, от дела, которое ты любишь, нельзя устать. Ну, а ваша семья насколько любит сладкое, и еще не насытились ли они, да? И сами ли насколько вот В любите? этом плане мы все сладкоежки. И детки, и муж, и я, мы все большие любители сладостей. Наша собака тоже не исключение, кстати говоря. Даже собака, да? Да, у нас был случай, когда... Это на реальных событиях, кстати, да. Был случай, значит, когда я изготавливала бисквит для какого-то семейного торжества. Бисквит поставила остывать на столе и куда-то вышла по телефону поговорить. Отвлеклись. Когда вернулась обратно за стол, к сожалению, бисквита моего не оказалось. Спасибо большое моей прекрасной собачке за это. Пришлось его испекать заново. Выпекать. То есть ни кусочка не осталось, ни крошки, да? Не осталось. Вот. Так, я все, да, видимо, Можно или еще еще? вот сюда прям буквально сделать 4 штучки. Уже А, не вот так, много, сверху, сейчас да? просто А, сверху все, я не поставить. поняла Да. немножко. И в принципе мы закончили. 4 Можем штучки. приступать уже к декорированию. А сами насколько сладкое? Я тоже, честно говоря, большая сладкоежка, но я все-таки стараюсь следить за фигурой. И стараюсь есть его, конечно же, меньше, как и любая женщина, девушка. Но не всегда это удается, потому что в любом случае сладости, да, торты, шоколадки безумно нам, женщинам, конечно же, поднимают настроение. Если нам дарят там, даже какую-то маленькую конфетку или шоколадку, уже можно порадоваться, да, этому моменту. Так, я свой цветочек закончила. Ух Такие ты, у нас как прекрасные красиво-то! цветочки Просто можно его взять, да? Да, аккуратненько вытаскиваем, немножечко прокручиваем рюмочку и вытаскиваем ее. Опа. Ух ты! Неужели такая красота получилась, да? Прямо на глазах, здорово. Прям роза, да? Роза, роза. Прекрасно. Кто бы мог подумать? Так. Сейчас мы с вами растопим кондитерский белый шоколад. Для этого нам потребуется микроволновка. Да, буквально импульсами 10-20 секунд. Для того, чтобы наш шоколад растаял. И мы с вами приступим уже к декорированию тортика. И, собственно, наши вафельные цветочки будем крепить на тортик. Собственно, для чего и шоколад нужен, да? Для крепления. Да, чтобы закрепить вафельный декор. Все верно. Мы с вами растопили белый шоколад. И теперь можем приступить к декорированию тортика. Берем наш цветочек вафельный, вы тоже можете брать. Тоже немножечко получается. На кисточку берем белого шоколада. Можно прямо вот так вот по контуру даже пройтись, чтобы он у нас хорошо закрепился с вами на торте. Вот так, да? Да, А по контуру прям вот, да, по кружочку? По кружочку, всё, ага. поняла. И теперь аккуратненько приклеиваем нашу розочку к тортику. Обычно для подобного декора, конечно же, большинство кондитеров используют ганаш выравнивания. Но мне больше нравится работать на крем-чизе. Вы можете прям крепите рядышком. А давайте вы прикрепите. Лучше. Рука мастера. Так. Ой, как красиво. Получается, нам сейчас Очень полностью красиво. по кругу, да, нужно будет их всех
Ага. сюда приклеить. А вот ваша любимая из всех техник, скажем так? Любимая всех техник. Мгм. Что больше там удовольствия, может, доставляет? Вы знаете, я люблю делать шоколадные наборы. Мгм. В последнее время, особенно вот Шоколад, на праздники, да? да, на Мгм. 8 марта или на Новый год. Вы знаете, наверное, даже не сам процесс мне нравится, а вот именно уже сборка коробочки. Мгм. Когда я уже вижу своих шоколадных зверьков, когда они Мгм. уже накрашены, у них глазки, носики, Мгм. и все это выглядит очень-очень Когда их нужно по местам разложить, да? Да, когда просто Мгм. вот собирается уже вот коробочка, и ты наглядно видишь, реализируешь, да, как она у тебя будет выглядеть. Мгм. И когда Самый у такой тебя- приятный процесс. Да, безумно мне нравится. Ну и, конечно же, восторженные лица всегда заказчиков, да, Мгм. которые говорят: ой, как это можно кушать вообще. Жалко, да? Да. Да. Так, с цветочками мы закончили. Ага, все, хотя- это я тогда Нет, давайте их разместим вот здесь еще наверху. А Мгм. все дырочки мы с вами просто будем заделывать белыми листиками цветочков, чтобы он у нас прям Мгм. такой объемненький получился. Мгм. Что, вот эти цветы мы сейчас тоже все посадим вот Ага. сюда. Сейчас нам нужно закрыть с вами пустоты, вот эти, Мгм. которые у нас остались, да, и мы с вами будем делать лепесточки. В принципе, делается достаточно быстро, так же, как мы это делали. Мгм. Немножечко сгибаем и просто крепим, как лепесточек. Много-много сейчас у нас будет лепесточков. Так, немножечко сгибаем как? Прям пополам, да? Да, пополам. Ага. Ага. И вот так крепим, и наша розочка, она сейчас будет больше. Мгм. Так? Да, можно так. ага. Мгм. А чуть приоткрытая, наверное, да? Да, чтобы, Ага. чтобы лепесточки были приоткрыты. Вот, вот сейчас так полностью все закроем. Мгм. Тортик наш будет готов. Мгм. Такая у нас красота получилась. Да. Объемно, Мгм. Воздушно, да? воздушно. Мгм. Очень Всё, как красиво. девочки любят. Очень красиво. Да. Евгений, у меня такой вопрос. Любите ли вы готовить так, как делаете, допустим, десерты? И что любите готовить? Да, безусловно. Готовка – это неотъемлемая часть нашей жизни. Да. Мгм. Да, готовить люблю. Всегда, в принципе, любила. И муж меня любит готовить. То есть нету такого, что я тут и обеды, и ужины, и завтраки. Когда-то готовит муж, когда-то Мгм. готовлю я. Мгм. Единственное, надо его научить, чтобы помогал мне с тортами. Тогда вообще будет хорошо. Идеально. Да, готовить люблю. Мгм. Ну что, такая красота у нас получилась, да? Раскрою секрет. В одном из следующих выпусков мы будем поливать его глазурью, да, правильно? Другой тортик. Ага. У нас будет муссовый тортик, который мы с Ага. вами покроем зеркальной глазурью. Так, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, ну и следите за нами в социальных сетях. Мы есть во ВКонтакте. Ну, а с Евгением мы не прощаемся и ждем, да, у нас на очереди второй мастер-класс. До встречи на Якутия 24. Пока-пока.